Добрый день, Зоя Николаевна. Рады приветствовать вас у нас в гостях. С вашего позволения, хотела бы вам задать несколько вопросов. Карликун Айналайн Яна Александровна. Жакти, задавайте вопросы свои. Ага. Первый вопрос, Зоя Николаевна. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит ассамблея и с какого периода вы в рядах Ассамблеи народа Казахстана? Ассамблея народов Казахстана стала неотъемлемой частью моей жизни. Созданная 1 марта 1995 года, она стала лабораторией, настоящей лабораторией дружбы народов, проживающих в Республике Казахстан. Это уникальный университет, институт, аналогов которому нет, институт дружбы, аналогов которому нет в мире. Ассамблея народов Казахстана – это золотой мост дружбы, который с каждым годом крепнет и крепнет, и пусть этот мост дружбы никогда у нас не разрушится. Ассамблея учит мыслить масштабно, действовать осмотрительно, ценить дружбу и взаимопонимание беззаветно. Ассамблея народов Казахстана дала мне возможность приобрести новых друзей, научиться понимать культуру и историю других народов. Это как-то сближает нас. Раньше мы просто слышали, видели, но не видели. Теперь вот этого сближения такого не ощущали. А теперь мы вместе проводим праздники совместно, отмечаем Наурыз, где казахи угощают нас баурсаками, бешбармаком, отмечаем свою широкую масленицу, угощаем их блинами, пирогами, бубликами, отмечаем татарские праздники, Сабантуй и Чак-Чак праздник очень интересно проходит у них. Ну и многие-многие праздники всех народов, которые населяют нашу республику. Без дружбы такой невозможно жить и процветать, потому что мы вместе все единая сила. Мы продолжаем вместе претворять решения президента в жизнь за то, чтобы у нас был мир, единство, согласие, толерантность, дружба, понимание и, конечно же, чтобы было процветание нашей республики. Без дружбы народов в Республике Казахстана этого, конечно, не произойдет. Хочется, чтобы светило яркое солнце, чтобы процветала наша республика Казахстан, чтобы у всех был дома достаток и, самое главное, чтобы был мир на земле. Мы знаем, да, что вы являетесь руководителем народного ансамбля «Русская песня». Хотелось бы узнать об истории создания, составе ансамбля и ее достижениях. Спасибо. Историю создания, конечно, очень долго рассказывать. Я немножко расскажу, сколько лет я работаю в этом ансамбле и чем мы занимаемся. Однажды в 11 часов вечера бывший руководитель областного отдела культуры Санчила Зинаида Алексеевна позвонила мне в 11 часов вечера домой. Зоя Николаевна, выручайте. Гибнет народный ансамбль «Русская песня». Ну, в то время что-то там с руководителями было непорядок, кто-то болен был, кто-то уезжали в Россию, в Германию. И это был 2000 год. Это был декабрь 2000 год, когда я пришла в этот ансамбль. На первую репетицию пришло только 5 человек, на вторую уже побольше. Ну и я так и осталась руководителем коллективом. До меня работал Владимир Алексеевич Булычев. Вот он организовал этот ансамбль и назвал его «Русская песня». Поэтому я не стала менять название и в память первых руководителей оставила название ансамбля «Русская народная песня». На сегодняшний день состав полностью изменился. Все старые участники уехали, кто в Германию, кто в Россию, кто-то еще по другим причинам. И у меня в настоящее время 20 человек,
И все абсолютно новые. Буквально недавно, вот год прошел, мы проводили последнюю участницу в «Иной путь» с момента образования. Вот она была в этом ансамбле, Людмила Александровна Уфимцева. В настоящее время мы ведем большую работу по пропаганде народного творчества. Мы являемся визитной карточкой русской общественного объединения «Русская община» Акмолинской области. Мы через песню стараемся прививать любовь к родине, любовь к земле, любовь к семье, любовь и передаем из поколения в поколение те традиции, те песни, которые пели наши бабушки, дедушки, чтобы стараемся сохранить обычаи, обряды, все традиции народной песни, потому что песня, она и лечит, и врачует, и никто, как песня, не объединяет всех вот такую сильную дружбу. Только песня дает силы и строить, и жить нам помогает, как поется в песне, уже эти слова стали народной пословицей. Без песни очень трудно жить. Песня – это история народа. Поет народ, значит, он все преодолеет. И песня во многом помогает моим участницам. Возраст у нас, конечно, от 60 лет до 89 лет. Вот. И, конечно же, чтобы забыть про свои болезни, поднять настроение, женщины все приходят и в дождь, и в снег, и в дождик проливной по 2 раза в неделю на репетиции, и выступает еще два раза в полгода, можно так сказать, с концертами. Народ любит нас, зритель любит нас. Они приходят с удовольствием на все наши концерты. И у меня такая методика, чтобы весь зал пел. Чтобы мы передавали молодому, у нас преемственность поколения в ансамбле есть. Мы собрали всех внуков наших женщин и создали новый молодежный ансамбль «Бабушкины внуки», которые вместе с нами на концертах поют вот именно народные песни, которые забыли уже многие. И это им нравится, и зрителю нравится. В настоящее время готовимся к юбилейному концерту. Ассамблее 30 лет, и нам 30 лет. Мы в ногу со временем, ногу с ассамблеей идем. Мы готовимся, и я думаю, в марте месяце со всеми праздниками, которые будут происходить в республике, мы отметим юбилей своего ансамбля. Вот 25-летие отметили, а теперь у нас будет 30 лет. Я приглашаю всех на наш концерт, всех, кто любит народную песню. В репертуаре у нас казачьи песни, украинские песни и, конечно же, песни, татарские песни есть. И, конечно же, у нас в репертуаре есть казахские народные песни. Изюминкой, которая из этих песен стала замечательная песня «Шолпан». Она всегда на концертах у нас звучит на ура. Зоя Николаевна, спасибо большое, что вы пришли. Желаю вам здоровья и успехов в дальнейшем. Көп рахмет. Мен сізге ризамын. Аурманыз, көп жасаңыз. Осыны здесь октамыз. И приходите к нам в народную песню.